Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Феденчук Елена Викторовна. Я являюсь старшим воспитателем муниципального бюджетного дошкольного образовательной организации «Детский сад номер 38» города Каспийскара. Сегодня мы хотим поговорить об особенностях программы «Социокультурные истоки». Данная программа «Социокультурные истоки», она разработана профессором Российской академии естественных наук Игорем Алексеевичем Кузьминым и профессором Вологодского государственного педагогического университета Александром Васильевичем Канкиным. Сегодня становится актуальной задача ведения программы «Истоки» и воспитания на социокультурном опыте в системе дошкольного образования. Актуальность духовно-нравственного и патриотического развития детей отражена в нормативных документах Федеральном законе об образовании Российской Федерации, Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определены основные задачи духовно-нравственного воспитания. Довольно простые, понятно, ясны и в то же время сложны. В этом году были внесены поправки в Федеральный закон об образовании Российской Федерации по организации воспитательной системы в сфере образования. Федеральный закон об образовании содержит определение понятия воспитания и раскрывает, в принципе, весь механизм организации всей воспитательной работы образовательных организаций. Ведя образовательную инновационную деятельность в рамках республиканской опорно-методической площадки с 2015 по 2019 годы по апробации программы «Социокультурные истоки», мы пришли к выводу, что данная программа «Социокультурные истоки» может быть достаточно успешно реализована на основе интегративного подхода во второй части основной общей образовательной программы образовательной организации, формируемой участниками образовательных отношений. Социокультурные истоки обеспечивают социокультурное и духовно-нравственное развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах детской деятельности во всех 5 образовательных областях. Программа «Социокультурные истоки» способствует успешной социализации ребенка-дошкольника и формирует его социальную активность в свете современных требований. На слайде мы видим основные ценности программы «Социокультурные истоки», которые составляют систему духовно-нравственных ценностей по программе «Социокультурные истоки». Ну и следующий момент. Содержание программы «Социокультурные истоки» позволяет интегрировать этнокультурный компонент, дополняя темы истоки живыми примерами родной культуры. Здесь можно представить самые различные программы, проекты по сотрудничеству с учреждениями культуры, с образовательными организациями. И, конечно же, это реализация дополнительного образования, это культурная направленность. На слайде представлена модель взаимодействия нашего дошкольного образовательного учреждения с социальными институтами. В рамках реализации программы и взаимодействия с социальными партнерами мы разработали различные проекты. Они вот очень хорошо отражены на слайде по каждой среде: культурной, духовной, образовательной, спортивной среде. Следует отметить, следующие такие проекты, как «Добрый мир», вот несколько слайдов буквально можно пролистать, это Книжкина, ну и так далее. Наша дошкольная образовательная организация разработала свою основную общеобразовательную программу на основе таких программ, как комплексная программа дошкольного образования детства, это обязательная часть программы, и программа «Социокультурные истоки», она входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа «Социокультурные истоки», она углубляет образовательную область, социально-коммуникативное развитие. И, как я уже сказала, она включена в часть формирования участников образовательных отношений. Почему именно эта образовательная область у нас углубляется, расширяется? Почему мы ее выбрали, скажем так? Социально-коммуникативное развитие личности является одной из актуальных задач современности. Социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе приобщения человека к разным ценностям, да, это культурным, духовным, нравственным ценностям. Сегодня довольно очень широко идут дискуссии о важности духовно-нравственных ценностей, привития духовной культуры, нравственной культуры подрастающему поколению, так как общество испытывает такой вот нравственный дефицит, можно так сказать. Чтобы понять, как программа «Социокультурные истоки» углубляет реализацию содержания образовательной области социально-коммуникативного развития по программе детства, нужно очень внимательно изучить, наверное, образовательные задачи и рассмотреть образовательное содержание по данной области. На слайде мы видим образовательную область социально-коммуникативное развитие по комплексной образовательной программе дошкольного образования детства. Авторы подразделяют ее на 3 таких направления. Это дошколье входит в мир социальных отношений, развиваем ценностные отношения к труду и формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. По каждому направлению отражаются свое образовательное содержание, образовательные задачи. Если рассмотреть задачи программы «Социокультурные истоки», то они подразделяются на такие 3 составляющие. Это образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Образовательные задачи направлены на освоение социокультурных, духовно-нравственных ценностей. Дети знакомятся с основами духовно-нравственных традиций, художественной, бытовой, детской, игровой культурой родного народа. Развивающая задача направлена на осмысление в детстве вечных ценностей, это добра, красоты и любви. И на чувственном опыте ребенок передает свои отношения к окружающему миру. Воспитательные задачи, они направлены на оказание помощи семье, ребенку. И, конечно же, задача педагога сопроводить ребенка в ситуации выбора эталона в пространстве, в мире культуры, социума и собственного мира ребенка. На примере можно рассмотреть, как программа «Социокультурные истоки» дополняет образовательное содержание образовательной области социально-коммуникативного развития. На слайде вы видите таблицу, где отражены образовательные задачи по образовательной области социально-коммуникативного развития. Данная табличка составлена на примере второй младшей группы, это возраст 3-4 года. По каждому направлению мы видим свои соответствующие образовательные задачи. Чем же мы углубляем данное содержание, да, то есть что мы выносим новое в данную образовательную область по программе «Социокультурная история». И нижняя часть таблицы как раз и отражает те задачи, то содержание, которое вносится в данную область. Ну, это, во-первых, дети знакомятся с социокультурными категориями на данном возрастном этапе, такими как слово, образ, книга. По каждой категории разработаны свои развивающие книги, об этом мы будем говорить чуть-чуть попозже. Идет формирование коммуникативных умений детей. Понимание ценности доброго слова в жизни человека. Научить произносить добрые слова по отношению к своим близким людям. Понимание неразрывной связи слова и вызвавшие его чувства.
Следующая такая задача – это осознание смысла своего имени, имя наречения. Почему назвали тебя именно так, да, почему ты носишь такое имя. Это восприятие образа мамы. Конечно же, через колыбельные песни, через художественное слово. Вот. И рассмотрев образовательные задачи, то есть по данной образовательной области, наверное, необходимо окунуться в формы взаимодействия при реализации основной общей образовательной программы по образовательной области социально-коммуникативное развитие. И вот здесь на слайде как раз представлена таблица, где формы взаимодействия взрослого с детьми отражены по каждому направлению данной области. Они довольно очень простые и понятны, очень хорошо можно просмотреть линию интеграции между видами детской деятельности. Вот. И сердцевину социокультурных истоков составляет, конечно же, ценности культуры народа. Да? И для маленького ребенка более понятным являются, конечно, его близкие и родные. То есть все традиционные ценности, его семья и тому подобное. Поэтому форма взаимодействия направлена на привитие духовно-нравственных ценностей. Вот следующий слайд как раз и отражает форму взаимодействия взрослого с детьми по программе «Физкультурные истоки». Это, конечно же, совместная игра взрослого и детей, то есть педагог с детьми, родители с детьми. Это ситуация общения, которая носит обязательно такой нравственный характер. Очень хорошо помогают активные формы взаимодействия, это как ресурсный круг. Но об этом мы тоже будем более подробно говорить на следующих наших встречах. Это музыкально-театральная литературная гостиная, которую этот блок ведут музыкальные руководители. Это сказки, это драматизация, это музыка, это очень много интересного и вкусного предлагают музыкальные руководители для детей и для родителей. Это творческие мастерские, разнообразные творческие мастерские. Это детский доступ. Ну, это, конечно же, проектная деятельность. Если в целом рассмотреть план реализации образовательной области социально-коммуникативного развития, то есть обязательной части и части формирования участников образовательных отношений, то он у нас выглядит вот таким образом. То есть на слайде вы видите, да, то есть два столбца. То есть в первом мы отражаем виды деятельности, ну и второй столбик – это количество образовательных ситуаций в неделю. То есть здесь каждый педагог на своей возрастной группе определяет диапазон времени реализации той или иной ситуации, то есть в зависимости от интересов детей и от возрастных особенностей детей. Таким образом, да, еще здесь нужно отметить, что один раз в месяц проводится итоговое мероприятие с детьми в виде организованной образовательной деятельности вместе с родителями. Вместе с родителями в год получается 9 таких встреч, а может быть чуть-чуть даже и больше. На сегодняшний день, конечно, существуют такие проблемы, да, то есть вот, в частности, та ситуация, которую вот мы имеем, но, тем не менее, мы находим выход взаимодействия с родителями через онлайн-консультации, онлайн-встречи. Встречаются педагоги небольшими группами родителей, то есть выход нужно найти. Меняются просто, скажем так, дополняются еще формы взаимодействия вот в данной ситуации. Ну и таким образом системообразующий аспект программы «Социокультурные истоки» предполагает усвоение детей социокультурных и духовно-нравственных категорий ценностей на каждом возрастном этапе. И главный критерий отбора содержательного программного материала, конечно же, его воспитательная ценность и высокий художественный уровень используемых литературных, музыкальных и изобразительных произведений.
Если рассматривать цели программы программы социокультурные истоки, прошу прощения, то они направлены на, на решение следующих моментов. Это первое, первичное приобщение детей, их родителей, педагогов, неприходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества. Это, конечно же, организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной организации, что очень важно и что очень трудно. Это формирование социально активных детей дошкольного возраста. Нужно сказать, что, конечно, есть трудности в реализации программы социокультурной истоки. Это нежелание некоторых родителей реализовывать данную программу или окунуться в эту программу. Есть такие моменты. Но над этим тоже ведется работа и, ну, довольно, скажем, успешно. Ну, об этом, может быть, более подробно мы остановимся на других встречах. И заканчивая свое такое краткое выступление, да, я хочу сказать, что на следующих встречах мы хотим поговорить более подробно об учебно-методическом комплексе, о книгах для развития детей на каждом возрастном этапе. То есть тут представлены книги развития для детей 3-4 лет. Каждая книга, она направлена на освоение каких-то своих социокультурных, духовно-нравственных ценностей категорий. Будут организованы встречи с отцом Алексеем, который курирует нашу программу, да, то есть направляет, помогает, то есть проводит разные беседы с родителями, встречается с детьми, но это тоже, конечно же, по желанию родителей, по их согласию. На этом я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего-всего доброго и до следующих встреч.